5 новых книг презентовал писатель и публицист Владимир Зантария на состоявшейся в Доме Москвы встрече творческой интеллигенции. Одно издание полностью посвящено основным этапам государственной, общественной и научной деятельности основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба. Это историко-документальные исследования, а также документально-публицистический очерк «Первый президент Абхазии». В сборник вошли размышления и воспоминания известных личностей о нем. Материалы для книги я собирал, как говорится, по крупицам. Мне удалось записать более 20 обширных интервью и бесед с живыми участниками тех событий той эпохи, ветеранами национально-освободительного движения, нашей Отечественной войны, крупными учеными, писателями, публицистами, политологами, военными экспертами. Хорошим подспорьем стали для меня интервью, взятые непосредственно у самого Владислава Григорьевича, как в Кремлевском дворце съезда в конце 80-х годов, когда он был депутатом Верховного Совета СССР, а я был аккредитован там в качестве корреспондента абхазского телевидения, так и в последующие периоды. В книге «Путин и Абхазия» прослеживается история поэтапного формирования российско-абхазских государственно-правовых взаимоотношений. Автор, оценивая этот сложный процесс и сопутствующие ему политические события, уделяет значительное внимание раскрытию роли выдающегося российского лидера Владимира Путина. Вот эти книги, которые мы сегодня видим здесь, «Путин и Абхазия», «Первый президент», это говорит, вы знаете, Егор Исаев, он очень хорошую фразу сказал однажды. Вы знаете, лестью можно обидеть человека, а вот гордостью никогда. Вот когда мы создаем свои книги, особенно документальные, если в наших книгах гордость за то, что сделано, мы никогда не обидим ни человека, о котором пишем, и мы никогда не обидим себя, автора. Вниманию гостей был представлен и поэтический сборник «И мир оскудеет, когда мы уйдем», в который вошли лирические произведения, написанные Владимиром Зантарием в начале 70-х годов прошлого столетия, переведенные на русский язык. В книгу также включены переводы абхазских стихов поэтессы Саиды Делба. В следующую книгу под названием «Дисциплина духа» вошли очерки об известных политических и общественных деятелях, интервью и беседы с поэтами, писателями, художниками, деятелями культуры, как абхазскими, так и зарубежными. И последняя книга «Ключевые мысли», презентованная на вечере, рассказывает о тенденциях развития абхазской литературы. Председатель Союза писателей России Николай Иванов отметил важную роль документалистики в литературе и истории. История – это не то, что было. Порой, знаете, история – это не то, что было на самом деле. История – это то, что, какие свидетельства письменные мы оставим об этом времени. Поэтому я всегда удивляюсь, радуюсь, горжусь, жалею авторов, которые берутся за документалистику. Встреча получилась очень теплой и творчески насыщенной. Абхазские и российские писатели читали отрывки из своих произведений, делились планами. Народный поэт Адыгея, Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии Исхак Машваш прочитал стихотворение на родном языке и отметил тесную связь абхазо-адыгского народа. Мы, адыгабхазы, а у нас одно дерево, мы из одного корня, два ствола. Живем на этой земле, утверждаем себя. История очень сложная у нас, трагедийная и счастливая тоже история. Мы никогда не отдавались как народ, как этнос никому. Пытались, нас заставляли, пытались, чтобы мы где-то на колени, но мы вставали и утверждали на этой земле. Такие встречи способствуют развитию и укреплению разносторонних связей, отмечали участники вечера, организованного в Доме Москвы. Коллеги высоко оценили труды Владимира Зантария и пожелали ему новых творческих успехов. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.